Здравствуйте, меня зовут Серик Абибулаевич. Я Салимханова Марина Андреевна. Тумар Думанкызы. Марденова Айсель Булатовна. Бабыкпаев Кирилл Витальевич. Шарабасова Мариям Хасеновна. Ринат Баругович. Меня зовут Смогулова Камила Суиндыковна. Агрия Кадырбековна. Анара Жумабаевна. Екатерина Николаевна. Я являюсь старшим преподавателем Академии Намад. Преподаю классический танец. Являюсь методистом Академии хореографии Намад. Я являюсь старшим педагогом Академии хореографии Намад. Веду такие дисциплины, как ритмика и теорию и методику преподавания казахского танца. Я являюсь педагогом-хореографом в Академии хореографии Намад. Я педагог-хореограф. Преподаю классические танцы. Сам бывший артист балета. Я являюсь педагогом младшего и среднего звена. По народно-сценическому танцу. Преподаю детям от 3 до 7 лет. В первую очередь я считаю, что это направление — это танцы народов мира. Вот, насколько я знаю, в Казахстане нету такого специализированного учебного заведения именно вот в этом направлении. В лице руководителя и той команды, которая собралась, команды педагогов, я считаю главным, наверное, решимость. То есть цель и решимость, и решаемость этих задач. Потому что я считаю, что коллектив собрался достаточно профессиональный. Я считаю, что в нашей академии очень много преимуществ, но одним из главных я бы хотела отметить получение документа об образовании. Мне кажется, в первую очередь является в команде. Быть частью Намада – это, во-первых, большая ответственность. В Намаде работают одни профессионалы, это педагоги, администрация, медиа-отдел. То есть каждый выполняет свою функцию, и все очень качественно и работают на высоком уровне. Я думаю, что в этом, наверное, заключается наш профессионализм и, наверное, все-таки конкурентоспособность нашей академии. Она, конечно же, отличается от многих других учебных заведений. Мы работаем по определенной программе, а также по авторской методике нашего руководителя Айнагуль Еркеновны. То есть данная программа позволяет нам планомерно подходить к воспитанию и развитию наших воспитанников. Уровень подготовки детей, постановочные номера от носителей соседних стран, красота костюмов, правильный подбор цветов, гаммы, а также педагоги, которые вкладывают всю душу в свои номера и постановки. Дети получают диплом с квалификацией артиста ансамбля танца, а также то, что дети занимаются по авторской запатентованной методике нашего руководителя Айнагуль Еркеновны. Высококвалифицированный и творческий состав педагогов, которые развивают таланты, которые видят потенциал у детей, которые профессионально занимаются с каждым ребенком и делятся своим опытом. Главным конкурентным преимуществом Академии хореографии Намад является высокое качество предоставления хореографических услуг. Суперкоманды профессионалов-хореографов, суперкоманды единомышленников. Главным преимуществом Академии Намад является их амбициозность. Постоянно ставится высокая планка, к которой идет стремительными шагами вся команда. Я думаю, что главным преимуществом Намада является авторская методика нашего руководителя. Это правильный выстроенный урок, правильная программа, которую мы даем детям. Дети у нас на занятиях не устают. 1,5 часа спокойно на одном дыхании занимаются и при этом выходят с отличным настроением, потому что у нас все в игровой форме, детям интересно, детям все объясняется, и дети понимают, что они делают. И это самое важное, я считаю. Методика, по которой мы работаем, сильный педагогический состав – это не только знания педагогов, но и любовь к детям. Во-первых, это идет рост педагогов и сотрудников. Еженедельные методические занятия, в котором мы разбираем партерную гимнастику, каждое упражнение разбираем, классический станок,
как правильно преподнести это детям, как правильно объяснить. И второе – это мастер-классы ежегодные. Приезжают разные балетмейстеры с других стран, талантливые, знаменитые. Как работать с родителями. Бывают разные родители, разные дети, чтобы надо уметь находить каждому ребенку, каждому родителю свой подход. Ценят за правильное отношение, профессиональное отношение к детям. Главное направление – это танцы народов мира, но еще раз я скажу, всегда говорю, что я преподаватель классического танца, что без классического танца, без классики сложно не только профессиональным артистам работать, в общем-то всем. То есть классика – это основа основ. Классический танцовщик, например, сможет станцевать все. Если артист обладает данными и навыками в классическом танце, то все направления, в принципе, ему дадутся легко. Когда родители видят, что вы любите детей, что вы даете в каком-то плане такое воспитание детей, что дети реально равняются на вас, что вы для них авторитет, что дети уважают вас, слушаются. И когда это видят родители, соответственно, и у родителя будет уважение к педагогу. На самом деле в этом плане многое зависит, наверное, от педагога по отношению к детям. Очень важно, я считаю, что нужно выстраивать такие здоровые, дружеские отношения именно с детьми, но при этом, чтобы дети держали какую-то дистанцию между педагогом, соблюдали какую-то субординацию. В моем случае у меня с детьми очень хорошие отношения. Я детям всегда говорю, я для вас и как сестра, и как подруга, но говорю, при этом не забывайте, пожалуйста, что я ваш педагог, нужно соблюдать субординацию, уважать личные границы. Я говорю, если у вас есть какие-то моменты, которые вы не можете поделиться со своей мамой, со своими близкими, я говорю, вы в любой момент можете подойти ко мне. Я говорю, я вас всегда поддержу, помогу, выслушаю и дам советы. Мне кажется, что родители детей любят нас, педагогов, за наш профессионализм, за наш подход к детям. Но общаясь с родителями после занятий, чаще всего слышу то, что их дети стали более самостоятельными, в том плане то, что они начинают сами собираться и приходить на хореографию. Я считаю, что родители ценят меня как педагога за то, что дети всегда приходят на занятия с большим желанием. То есть не было такого, чтобы ребенок сам отказывался приходить на занятия, или он не хотел, или у него не было настроя. Ребенок всегда тянулся к своей группе, к педагогу. То есть ребенок всегда вовлечен в процесс. То есть я всегда стараюсь находить индивидуальный подход к каждому ребенку, потому что каждый ребенок, он очень важен. Я считаю, что родители ценят именно то, что дети на занятия рвутся, у них есть огромное желание. Дети знают, что в Намаде их любят, их ценят, их ждут на занятиях. И считаю, что именно это и импонирует нашим родителям. Мы видим детей, на что они способны, мы их развиваем физически, развиваем уверенность в них. Также мы предоставляем для них выступления на больших сценах. Отношение, доброту к их детям. Я думаю, что, наверное, в первую очередь за отдачу, за любовь к своему делу и за любовь к детям, потому что если бы не было бы вот этих всех качеств, наверное, было бы несколько, возможно, сложно, потому что в первую очередь любовь к своей профессии, любовь к детям и профессионализм, отношение к своему делу, к уроку, к своим даже постановкам. Возможно, за это родители тебя ценят. Это забота о них, достижение и качество работы.
как мы помогаем ребенку раскрыть свой талант, которым он сам не знает. Первое – это качественное обучение. Второе – это индивидуальный подход к учащимся. И третье – это наличие нескольких филиалов. У нас есть разные классы, по всем направлениям обучения идет. То есть, начиная с классики, также проходят предметы, как народно-сценический танец, казахский танец, современный танец, историко-бытовой, мастерство актера есть. И сейчас вводят предмет такой, как теория и методика преподавания народного либо классического танца. Ну, то есть это теорию для старших более детей, это фундаментальная подготовка к поступлению в высшее учебное заведение. Мы выдаем диплом, с которым выпускник может поступать уже в любое учебное заведение именно нашей направленности. Я думаю, что в первую очередь это профессионализм. Для меня слово профессионализм означает это не только педагогия, то есть профессионализм во всем. Ведение Инстаграма, ведение YouTube-канала, потому что люди смотрят на это, элементарно оформление, то, как монтируется видео, то, какая музыка накладывается. Мне кажется, это все эти нюансы создают впечатление об академии. Идут в первую очередь к руководителю, потому что имя уже говорит о том, что Академия хореографии Намат имени Айнагуль Нургазиной. Мне кажется, на это тоже очень сильно обращать внимание, и в этом, наверное, заключается наш профессионализм. Второе – ответственность во всем. Трепетное отношение к делу, и нам очень важно также здоровое состояние ребенка. Это не только питание, это не только режим, но и в первую очередь его состояние. Мы в хореографии, наверное, раскрываем эти все способности. Третье, все-таки, наверное, за наш подход, за наш креатив, за наше нестандартное решение, потому что наша Академия хореографии Намат отличается этим. У нас свой почерк, у нас своя методика, и, наверное, это многих, возможно, привлекает. Профессиональное исполнение номеров, динамика, которая присутствует в каждом номере, развитие, трогают сердца зрителей своим исполнением. Качество тех знаний, которые мы даем детям, развитие детей. С ансамбля они могут перейти в академию. Это потом в дальнейшем они могут получить диплом уже. И третье качество – это атмосфера, которая есть в Намаде, которую создают педагоги, руководитель и администрация. Вся команда Намада. Я думаю, в первую очередь, это, скорее всего, у нас есть какая-то четкость в работе. Это авторская методика. То есть родитель понимает, что ребенок будет работать четко по программе. Это дисциплина, что раз мы ребенку даем какой-то материал, соответственно, мы будем требовать, и ребенок тоже этого будет понимать и будет стараться. Это развитие, выезды, это участие в разных мероприятиях, концертах на международном уровне. Это развитие ребенка и хорошая практика на сцене. Креативность постановок, профессионализм педагогов, качество предоставляемых услуг. Первое, скорее всего, это разнообразие дисциплин. То, что есть и классический танец, и народный танец, и современный танец. Также дополнительные дисциплины для мальчиков – это трюковая хореография. Второе – это, наверное, результаты и прогресс, который идет, потому что у Академии есть свой Инстаграм-канал, на котором видно занятия учеников, на каких мероприятиях они выступают, и то, что те самые ученики, которые, допустим, выкладывали полгода назад, выкладывают сейчас, и видны изменения. И третье – это то, что Академия Намад занимается по авторской методике нашего руководителя Нургазиной Айнагуль Еркеновны. Индивидуальный подход, возможность также выступлений. Мы преподаем, развиваем их и также воспитываем, и даем им дисциплину и здоровье, так назовем, физических навыков даем, чтобы они были активные и более подвижные, энергичные были. 3 критерия, которые я могу для себя подчеркнуть, это то, что Намад работает по определенной авторской методике. Второе – это наш замечательный, высокопрофессиональный педагогический состав.
И третье, можно сказать, что намат дает очень большую возможность для развития ребенка в профессиональном хореографическом искусстве. Во-первых, это то, что мы предоставляем услуги по направлению танцы народов мира. Во-вторых, это то, что у нас качественное обучение. И в-третьих, это то, что у нас квалифицированные педагоги. Я соглашусь со своими коллегами и хотелось бы добавить еще, не зря мы являемся лучшими. И это подтверждает премия «Выбор страны», которую мы получили в 2022 году. И мы очень гордимся этим. Хореография – это искусство, искусство – это элита. И главным таким важным аспектом, я считаю, что мы воспитываем элиту Казахстана, элиту нашей страны, наше будущее. Также хореография очень хорошо влияет на здоровье ребенка, и тем самым мы воспитываем здорового ребенка. Вообще занятие хореографией очень помогает в жизни. Не говоря уже о том, что укрепляет здоровье, психическое состояние ребенка, коммуникабельность, потому что ребенок в коллективе работает. Это большая помощь родителям в воспитании своих детей. С каждым ребенком работается все это отдельно. Ведутся разговоры о решении этих проблем с родителями. У нас, кроме академических классов, есть ансамбли детей, которые занимаются для себя. Так вот, ну, может быть, родители сюда отдали детей для укрепления здоровья. Есть родители, которые видят у своих детей комплекс там, одиночества, какие-то проблемы в общении, в школе, да, с одноклассниками, с ровесниками. Вот здесь это все решается, потому что педагоги здесь профессиональные в том смысле, что не только научат профессии именно там, как делать какие-то конкретные движения. В общем-то, это большая помощь для родителей. Хореография дает большой плюс для ребенка, для его развития. Потому что благодаря хореографии, даже если ребенок в той или иной там ситуации, в каком-то возрасте решает прекратить им заниматься, но все равно хореография дает большой плюс. В первую очередь, наверное, это здоровье. Ребенок становится здоровым, крепким, выносливым, трудолюбивым. И даже если у ребенка возникают какие-то сложности в определенный возраст, то вот то, что у него есть, вот эта вот дисциплина, режим, который все-таки дисциплинирует хореография, дает большие плюсы даже в принятии каких-то, возможно, сложных, непростых решениях. Ну и в целом хореография развивает ребенка, развивает его мозг, его работоспособность, он становится очень, скажем так, внимательным, у него улучшается память. Это даже могут отметить педагоги, которые ведут, допустим, занятия там, в средних школах, они отмечают детей. Мы знаем несколько примеров, когда родители делились, скажем так, таким мнением, такой радостью, когда ребенок показывал себя очень хорошо на занятиях, кто-то занимался параллельно даже и спортом, то есть были очень высокие, очень положительные, хорошие результаты. Тот, кто занимается хореографией, он очень разносторонне развит, то есть любая какая-нибудь для него задача, она не будет для него сильно сложной, так как когда дети поют, танцуют, и еще и рисунки какие-то выстраивают, это мозг кардинально работает, поэтому идет развитие у ребенка, и это только плюсы. Мы помогаем родителям раскрыть таланты и способности детей, помогаем родителям где-то воспитать культурного человека, элиты нашей страны, потому что когда ребенок в творчестве, у него абсолютно другое восприятие всего, я считаю. У ребенка появляется дисциплина, ребенок начинает распределять свое время правильно. У ребенка будет здоровая, хорошая, высокая самооценка, любовь к себе. Воспитание ребенка. То есть мы занимаемся не только танцами, мы и воспитываем детей. Хореография очень помогает детям. В первую очередь это здоровье, дисциплина, уверенность. Это те качества, которые закладываются
при регулярных систематических занятиях хореографией помогают детям в дальнейшем, в будущем быть лидерами и правильно выстраивать свою жизнь, судьбу, чтобы всегда была дисциплина, порядок и трудолюбие. Хореография помогает дисциплинировать ребенка, улучшить его физические способности, раскрывает ребенка с эмоциональной стороны. Хореография решает проблемы с самооценкой. То есть, также, повторюсь, дети приходят, многие, которые ранее не занимались хореографией, они приходят зажатые, скованные, но когда мы уже начинаем готовиться к каким-либо постановкам, к каким-либо выступлениям, наши конкурсы на Мад-Джуниор или наши ежегодные отчетные концерты, дети начинают вливаться в постановочный процесс, они начинают уже думать не о том, как они стесняются, как у них не получается, они уже начинают задумываться о том, как сделать правильно. А уже позже, когда они выходят на сцену, они чувствуют, что они изменились, они стали более открыты. У них уже автоматически повышается самооценка, потому что они видят, какие они там счастливые, красивые, как они правильно исполняют те или иные движения. Мы помогаем родителям в формировании личности, а также развиваем таланты и способности детей, развиваем силу воли и дисциплинированность, и физические данные, мотивируем детей быть лучшими. Кроме хореографии, мы с детьми обсуждаем разные темы. Например, это про буллинг, и бывают разные темы. И мы помогаем, как правильно ответить в данной ситуации, в моменте, и как правильно сделать, чтобы не повредить ребенку, и как правильно выйти из этой ситуации. И с этим способствуем помощь родителям. Даем мы образование, фундамент, раскрываем потенциал, хореографическую подготовку, фундамент, базу. Потому что, я так понимаю, некоторые дети, надеюсь, что они пойдут дальше танцевать и развивать свою хореографию. Очень часто бывает, что к нам приходят дети с других коллективов. Родители говорят, что они занимались 5 лет, кто-то 10 лет. И на самом деле очень печально смотреть на результаты детей, которые занимались столько времени в каком-то данном коллективе, потому что ребенок приходит без базы. Намад в первую очередь дает очень хорошую базу, профессиональное образование. Даже если вы не в Академии Намад, а в ансамбле Намад, ваш ребенок обязательно получит хорошую базу именно по хореографии. И самое важное – профессиональное образование. А у нас есть четкая методика, у нас есть четкая программа, по которой мы идем. И каждые полгода-год мы обновляем эту программу. Соответственно, у нас и получаются качественные результаты. Намад Академия дает фундаментальные качественные знания. Я думаю, что не каждый коллектив сможет предоставить такие услуги, как наш коллектив, как наша академия. Большинство бы родителей, скорее всего, бы думали, куда отдать своего ребенка, точно ли ему это нужно. Вряд ли бы появилась какая-нибудь бы альтернатива. Думали бы над дилеммой, мой ребенок вот хочет заниматься классической хореографией, народной хореографией он хочет заниматься, и эстрадной хочет заниматься, и современной хочет, все сразу он хочет. Мальчики хотят трюки прыгать сразу же. А академия на данный момент дает все эти условия, все эти дисциплины. Сейчас есть на данный момент в нашей академии. Родители и дети не смогли бы получить доступ к профессиональному хореографическому образованию в сфере дополнительного образования. То есть на сегодняшний день в Казахстане нет такой школы с таким масштабом, то есть чтобы она имела такой педагогический состав, чтобы у нее была авторская методика, какая-либо программа. И все это позволяет нам подготавливать детей на профессиональном уровне. То есть мы растим артистов, уже профессиональных артистов ансамбля танца. И также в ансамбле Намад наши дети занимаются тоже по определенной программе, выстроенной нашим руководителем, нашим методистом.
что тоже дает детям показывать очень хорошие результаты для дальнейшего развития, для поступления уже в Академию хореографии «Номад» и далее развиваться. Не было возможности тех детей, которые могли бы развивать свой потенциал и понять. Они не поняли бы, что они могут танцевать, и также не смогли бы развить и уверенность, и физическую подготовку дать. Я считаю, что дети, которые не пришли в нашу академию, теряют возможность выезжать за границу, обмениваться опытом с коллективами международного уровня, а также качественное обучение. Наверное, может быть, но это лично мое мнение, половина детей, наверное, не занималась бы хореографией. А если бы начали заниматься хореографией, возможно, через какое-то время им что-то бы не устроило бы. Иногда бывает, что ребенок позанимался, и ему не понравилось. И здесь как бы важно педагогу влюбить себя, в свою профессию, не то что профессию, наверное, в хореографию. И если бы, например, не было бы «Номада», не знаю, во-первых, я не могу это представить уже, что вот не было бы «Номада», куда пошли бы дети. Мне кажется, многие дети, возможно, так и не попробовали бы себя в хореографии. Наша академия, наш руководитель стремится к тому, чтобы детей обучали правильно. То есть почему создана эта методика, чтобы не было у детей травм, чтобы нагрузка какая-то, которая дается детям, у нас дети занимаются от 3 лет, была полномерная и правильная. Поэтому, если бы не было нас, если бы не было академии, то вы бы потеряли правильно выстроенную методическую работу. По моему мнению, у нас в Казахстане очень мало коллективов, которые занимаются именно танцем народов мира, пропагандируют. Старшие дети, они бы упустили возможность работать с другими коллективами разных соседних стран, а это большой опыт. Также многочисленные поездки в соседние страны. По методике, которую дает Академия хореографии «Номад», дети очень воспитанные становятся. На уроке народно-характерного танца именно мальчики, они учатся быть джентльменами, быть мужественными, а девочки нежными, где-то манерными. В общем, это очень развивает, и я считаю, что эти дети будут совсем другие без Академии хореографии «Номад», были бы. Те дети, которые сейчас у нас учатся и которые закончили, получили дипломы артиста ансамбля, возможно, среди них были бы те, которые не пошли в хореографию и не знали бы о своих талантах, которые они достигли и еще могут достичь больших высот. И вот этого всего, я думаю, не было бы. Занятие хореографией — это очень интересный, насыщенный, и мы работаем над постановкой корпуса, над вообще дети становятся физически крепкими, здоровыми. Помимо физических упражнений, также мы даем рекомендации по питанию ребенка. Соответственно, ребенку и родителям нужно правильно распределять время, чтобы, то есть это дисциплина и порядок в распределении своего дня, в режим дня должен быть. Концерты, сколько эмоций, сколько внутреннего роста будет у ребенка после, допустим, выступлений. Я думаю, мы очень много что даем детям. Могу сказать то, что хореография в целом может поменять жизнь, то есть определиться ребенку с его дальнейшей профессией. Многие дети приходят первый раз на хореографию, и, допустим, в мыслях, в голове у них совершенно другие цели на жизнь. То есть многие хотят стать доктором, стать, допустим, учителем русского языка или космонавтом, да? Но после того, как некоторые дети знакомятся с таким прекрасным искусством, как хореография, они начинают переосмысливать свою жизнь, о том, кем они хотят стать, и начинают уже желать профессионально заниматься хореографией, то есть в будущем стать артистом ансамбля танца, или же педагогом-хореографом, или балетмейстером. То есть дети начинают кардинально менять свой жизненный путь.
выступать на больших сценах и таких же маленьких сценах, и также ездить в страны, как Европа, да? Показывать национальные танцы, показывать культуру Казахстана и быть более уверенным на сцене. Я считаю, что хореография развивает детей, они становятся уверенными в себе, они раскрываются, раскрепощаются, так как у них есть сценическая практика. Также хореография прививает любовь к искусству, любовь к творчеству. И, возможно, дети, которые занимаются в нашей академии, будущие артисты, будущие педагоги. И даже если через какое-то время ребенок решит, что он не будет заниматься этим профессионально или всю жизнь, все равно хореография дает такой очень положительный, хороший, такой большой отпечаток, потому что в жизни хореография всегда им пригодится. Они уже окрепли, они становятся очень уверенными, они чувствуют тонко, мне кажется, вообще этот мир, как мне кажется. Во-первых, они все очень становятся такими открытыми, уверенными, самостоятельными. И в целом, я думаю, что в какой-то степени их мировоззрение меняется благодаря хореографии. В первую очередь она меняет детей, то есть дети в хореографии очень раскрываются. Все по-разному, конечно, кому-то нужен месяц, кому-то нужно 3 месяца, но в любом случае ребенок раскрывается, он становится уверенным, он становится раскрепощенным, он может подойти и поговорить, если когда-то, только придя к нам, он где-то стеснялся, был скованным. Через определенное время занятий он уже себя ведет по-другому совсем. Он и поет уверенно, и танцует уверенно перед большим зрительным залом, то есть они могут выступать и чувствовать себя уверенно. Для родителей ребенок становится чем-то занят, он не просто ходит, не в телефоне сидит, у него энергия, та, которая у него есть, детская, его направляют в правильное русло, он отдает эту энергию в танцы, то есть он приходит домой, уже у него в голове не просто там какие-то мультики или игры, а уже какое-то понимание, осознание, и в дальнейшем со временем даст свои плоды. То есть ребенок уже потом сам будет это осознавать. Мы помогаем нашим родителям и детям тем, что мы в хореографии не только они могут достичь в хореографии больших высот, после хореографии они могут идти в разные другие направления, разные кружки, и там добиваться больших высот, потому что в хореографии работает не только тело, но и мозг функционирует, и это не легкое дело, когда работает, слушать через уши музыку, глазами следить за линиями, это все влияет на координацию и отвечать за свои разные движения. Это помогает развивать полностью, как управлять своим телом. Без лести могу сказать, что Айнагуль Еркеновна замечательный руководитель. Меня в ней восхищает то, как она умеет сочетать в себе женственность и силу духа, трезвость ума. Также могу сказать о том, что она очень хороший мотиватор, она очень хорошо поддерживает каждого сотрудника, что дает мощную опору к продвижению и работе каждого сотрудника. Как руководитель Айнагуль Еркеновна справляется со своей работой, скажу так, сногсшибательно. Очень быстро решаются какие-то вопросы. Вопросы не только с детьми, вопросы и с педагогами, и с администрацией. Работа у нее сложная, но я думаю, что благодарная. То есть есть результаты, это самое главное. Есть результаты подготовки детей. Многие наши дети учатся в профессиональных, государственных, национальных учебных заведениях. Есть благодарность родителей, есть множество концертов, выездных, местных. Я думаю, что Айнагуль Еркеновна делает очень многое для Академии Номад, и она всегда растет как руководитель.
И да, конечно, справляется своей работой, но, на мой взгляд, мне кажется, она всегда смотрит чуть дальше, чуть больше, чуть шире, чем мы видим в целом картину. И она старается улучшать условия для работы, улучшать в целом все, что связано вот с номадом, подход к нему. И я думаю, что она как руководитель, как ментор, как человек, который знает свое дело, всегда растет. Я уже работаю в Номаде 5,5 лет, и за это время я ни в коем случае не усомнилась в своем руководителе. Я всегда в нее верила. Наверное, она в нас верит больше, чем мы можем себя, например, верить, потому что она говорит нужные слова, она направляет, она нас вдохновляет. И когда я пришла на МАТ, были, конечно, свои сложности, были разные ситуации, и я видела, как Айнагуль Еркеновна росла как руководитель. Ей было не просто собрать всю команду, каждого сотрудника, у каждого за плечами есть опыт, у каждого, возможно, есть и характер, и свое мнение, то есть она прислушивается к своему мнению, она очень уважительно к нам относится и умеет, мне кажется, чувствовать человека, его какой-то внутренний какой-то огонь или внутренний свет, и она умеет это все как-то оформлять, как бриллиант, и чтобы мы все засияли. Поэтому я очень рада, что вообще встретила Айнагуль Еркеновну. За тот период, который я ее знаю, я только всегда ей восхищаюсь, и у меня есть куда расти благодаря такому руководителю, который всегда двигается вперед, у которого столько энергии, столько позитива и, наверное, огромной любви и отдачи. Это самое важное. Когда я пришла в Номад 3 года назад, это была школа хореографии, и когда я впервые увидела Айнагуль Еркеновну, такая очень улыбчивая, такая теплая, душевная. И сразу было понятно, что человек с большой душой. И помню наше первое собрание, что Айнагуль Еркеновна тогда делилась своими планами касательно академии. И тогда говорила, что у нас будет академия, что у нас будет, дай бог, балет Номад. И через полгода мы получили статус академии. Знаете, очень много людей говорят красиво, и мало тех, кто на самом деле делает что-то. Я хочу сказать, что Айнагуль Еркеновна как руководитель прекрасно справляется со своей работой. За эти 3 года я вижу реальные результаты и большой рост в нашей академии. Я считаю, что это в первую очередь благодаря нашему руководителю. Айнагуль Еркеновна всегда выслушает, всегда подскажет, всегда поможет, поддержит. И это очень дорогого стоит, я считаю. Поэтому как руководитель и как человек очень сильно уважаю Айнагуль Еркеновну и всегда верю. Потому что если Айнагуль Еркеновна сказала, значит, это обязательно будет. Айнагуль Еркеновна очень супер позитивный человек. И я пришла в Академию хореографии в апреле 2023 года, проходила стажировку. Первые впечатления были только позитив. У меня насколько человек ставит глобальные вопросы на будущее, и эти вопросы решаются и достигаются. Айнагуль Еркеновна очень много занимается саморазвитием, различные курсы, разные отрасли знаний получает. То есть я думаю, что нам очень много чему есть учиться и брать пример с нашего руководителя. Могу сказать то, что Айнагуль Еркеновна – это трудоголик, с утра до вечера на работе, постоянно занимается развитием академии. И несмотря на то, что у нее своих куча дел, она еще успевает уделить время каждому отделу отдельности, административному, медиа отделу, педагогам. И еще поражает то, что не только самим отделам она уделяет внимание, а еще и конкретно людям тоже она уделяет внимание, находит какие-то пару минут в своем графике, чтобы просто поговорить, высказать свое мнение, спросить, как дела в плане работы. Выдающийся руководитель.
Она очень хорошо относится к детям, к своим сотрудникам, к педагогам. Она всегда поддержит. Она очень энергичная, очень активная, так сказать, не знаю, пробивная. Ее стремление к развитию Академии Намат очень-очень вдохновляет, и мы на нее смотрим, и тоже вдохновляемся, и тоже хотим, чтобы Намат был номер один в Казахстане и также развивался в других странах. Как руководитель Академии хореографии Намат, Айнагуль Еркеновна прекрасно справляется со своей работой. Она превышает ожидания, ожидаемые результаты от нее. Я очень рада работать под руководством Айнагуль Еркеновны. Я всегда очень трепетно отношусь к ее наставлениям, всегда прислушиваюсь к ее советам, потому что лично мне, как молодому специалисту, Айнагуль Еркеновна очень сильно помогает в плане работы с детьми. Благодаря Айнагуль Еркеновне я сама лично начала работать с детьми разных возрастов. То есть если раньше я даже не задумывалась над работой с детьми 3-5 лет, то благодаря внимательности Айнагуль Еркеновны, тому, как она планомерно и очень щепетильно подходит к подбору кадров, благодаря вот тому, как она потом в дальнейшем с нами работает, я считаю, что я стала очень даже хорошим специалистом в плане преподавания в сфере хореографического искусства. Айнагуль Еркеновна справляется со своей работой на 100%. Меня удивляет ее любовь к жизни, любовь к своему делу, также любовь вообще безграничная к детям. Меня удивляет то, что она постоянно обучается и внедряет свои знания в развитие нашей академии, постоянно мотивирует нас, педагогов, и верит в нас. Мне нравится Айнагуль Еркеновна как руководитель, мне очень комфортно и приятно работать с ней, так как цели, поставленные задачи, которые она нам ставит, и у нее, о которых она нам говорит, меня очень вдохновляет, и как бы я стремлюсь тоже к этим целям и задачам. И еще Айнагуль Еркеновна очень помогает молодым специалистам. Я, работая 2 года в Намаде, получила очень большой опыт педагогический и в хореографическом плане. Иногда удивляет то, что какие задачи нам дают. То есть это может быть не одна задача, а это может быть несколько задач, и одновременно ты удивляешься объему работы и думаешь, как ты это сделаешь. Но Айнагуль Еркеновна, работая с ней, я поняла, что те задачи, которые она видит, что ты сможешь сделать, она дает. Если она видит, что человек не может справиться, то есть она не дает. И удивляешься ее чуткости и пониманием людей, насколько она их чувствует, видит, и кому что нужно, в каком объеме дать работу. Ой, об Айнагуль Еркеновне можно вообще песни писать и много что говорить. Это такой человек просто невероятной энергии, невероятной женственности, наполненный просто любовью человек. С того момента, как я пришла, и до сегодняшнего момента я восхищаюсь ей просто до слез, потому что это тот человек, который поддерживает всегда, вдохновляет. Я очень ее люблю. Как руководитель Айнагуль Еркеновна справляется на 200%, потому что это мощная мотивация своей команды. Это действительно тот человек, за которым можно идти и нужно идти, учиться у нее. Айнагуль Еркеновна живет Намадом, детьми, она их очень любит каждого сотрудника. Я думаю, Айнагуль Еркеновна справляется со своей работой на 100%. Бывает то, что она иногда сильно устает, потому что у них очень много задач, которые она должна сделать и делает, и всегда идет вперед, и никогда не жалуется, что она устает, и всегда идет вперед. Мы всегда ее поддерживаем с коллективом и всегда готовы помочь нашей руководителю Айнагуль Еркеновне. В Академии хореографии Намад я работаю с недавних пор. В Намаде я работаю уже 4-й год. Коллектив дружный, молодой,
Я здесь самый, скажем, возрастной педагог. Я работаю в Намаде 3 года. За эти 3 года очень многое изменилось. С апреля 2023 года это небольшой пока срок. Совсем недавно, всего 4 месяца работаю. Я уже год работаю. Я работаю в Академии хореографии Намад уже 3 года. Моя деятельность в этих стенах началась с моей педагогической практики, когда я заканчивала учебное заведение, получала диплом. Уже 1,5 года. Я преподаю в Намаде 5,5 лет. Я работаю больше 2 лет. 3-й год в Намаде. Я в Академии хореографии Намад уже 7 лет. Сам Намад, во-первых, он увеличился. Я когда пришел, значит, был один зал. Сейчас 3 филиала вот, в разных точках столицы. Вот. Увеличился коллектив педагогов и администрации. Количество детей во много-много раз увеличилось. И за это время было таким одним большим из достижений, я считаю, это перенесение полностью академических классов в отдельный филиал. Хороший прогресс. С каждым годом что-то новое. Когда я пришла, это была школа хореографии, сейчас у нас уже статус академии. Это говорит о том, что Намад не стоит на месте, Намад всегда идет вперед, несмотря ни на что. Мы за это время проводили свои авторские концерт-фестивали, то есть как Намад Junior, Намад Awards, это международный конкурс среди профессионалов. И очень многое меняется, потому что творческая жизнь, она сама по себе такая, никогда не стоит на месте, ей нужно всегда двигаться и развиваться. Но тем не менее, я вижу, что с каждым разом задачи и перед педагогами ставятся более высокие, требования появляются высокие. Мне это очень нравится. Мне нравится то, что качество преподавания, соответственно, выше становится. И от нас, педагогов, очень большая задача, задача саморазвития, задача вообще цели сами нашей академии очень высокие. И мне это очень нравится, что мы вместе с командой достигаем этих целей. И мне, как педагогу, только радостнее от этого становится, потому что идет большой профессиональный рост. Наш штат был не такой большой, как на сегодняшний день, но уже тогда Намад отличался своим профессионализмом, своим очень методичным подходом к обучению детей. И я считаю, что именно благодаря этому на сегодняшний день мы имеем такое хорошее учебное заведение в области дополнительного образования, как Академия хореографии Намад под руководством Айнагуль Иркеновны. Мы сделали очень большой скачок, то есть мы уже работаем со многими хореографами из различных стран, таких как Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Россия и так далее. Уже выезжали на крупные фестивали зарубежные, и дай бог, о нас будут знать не только в Казахстане, но и во многих странах нашего большого мира. Больше людей начинают о нас узнавать благодаря нашим социальным сетям Instagram, YouTube. Растет число обучаемых детей, а также мы стали обладателями премии «Выбор страны» в области хореографии по направлению танцы народов мира. И я очень рада тому, что наш труд, который мы вкладываем ежедневно, он оправдывается, и мы получаем такие высокие признания. Умение собрать команду, не просто команду, а сильную команду, команду профессионалов, которые занимаются этой деятельностью, дает большой вклад, большой плюс и большие возможности для наших воспитанников, для наших учеников. Если дети развиваются, значит мы тоже на месте не стоим, мы развиваем себя и детей, и также Академию Намад. И мы стараемся сейчас побольше концертов устраивать для детей, то есть чтобы у детей был сценический опыт. Изменения кардинальные, конечно, это в плане материальном, то, что расширился Намад,
несколько филиалов у нас. Я был в Намаде, когда он еще был ансамблем Намад, после стала школа хореографии Намад. Сейчас мы можем гордо заявить, что мы уже Академия хореографии Намад. Намад развивается, и это радует. Ну, во-первых, хотелось бы иметь свое здание, свои залы. Хотелось бы помощи от руководителей города. Уверен в том, что они знают наши результаты, они знают лицо Академии. Мы часто выступаем в городских и республиканских и международных площадках. Видеть больше возможностей для творческого самовыражения детей. И также пожелать развиваться педагогам и также приглашать новых хореографов, с ними работать, ставить новые танцы и добавить новые дисциплины. Хочется, чтобы у нас было много таких точек по Казахстану, не только в городе Астана. Чтобы у нас оставалась такая же сильная команда, чтобы она расширялась, и только когда будет качество, только тогда будет, наверное, результат. Я считаю, что все идет своим чередом постепенно, и развитие Академии идет. Вырасти до балета Намада. Я хочу пожелать нашим коллегам вдохновения, терпения, потому что это такой труд, это такая работа, где ты ежедневно трудишься, вкладываешь. Чтобы выступить на сцене, станцевать 3 минуты, мы здесь работаем с утра до вечера. Ну, в первую очередь, конечно, здоровье, стальных нервов, удовольствие, удовлетворение от проделанной работы. Родителям пожелаю, во-первых, большая благодарность за то, что доверяют своих детей нам, значит, они полностью в нас уверены. Детям пожелаю усидчивости, потому что хореография это в первую очередь работа для того, чтобы получить хороший результат. Я хотела бы пожелать родителям, детям, чтобы верили в нашу суперкоманду, в команду профессионалов Академии хореографии Намад, верили в Айнагуль Еркеновну. Коллегам Академии хореографии Намад я хочу пожелать большого-большого творческого вдохновения, большого творческого развития. Хочу, чтобы мы все с вами дружно шли к нашим поставленным целям, и чтобы наши цели были очень огромного, большого масштаба. Детям я хочу пожелать, чтобы они следили за питанием своим. Родителям я хочу пожелать, чтобы ваши дети становились все лучше и лучше, раскрывались у вас на глазах. Коллегам я хочу пожелать творческого роста, профессионального роста. Развиваться и развивать детей, и идти дальше. Неиссякаемой энергии, чтобы мы смогли продвигать Академию хореографии Намад дальше на мировом уровне. Родителям наших воспитанников я бы хотела пожелать также терпения и энергии для того, чтобы мы могли поддерживать наших детей, чтобы в дальнейшем они делали большие и прекрасные успехи в хореографическом искусстве. Чтобы ваш труд, который вы вкладываете в развитие детей, он был признан и оправдан. Все, чему научили, например, меня мои педагоги, я бы хотела бы тоже передать своим воспитанникам. Я бы хотела бы, наверное, все-таки через пару лет, возможно, увидеть уже их в стенах Академии в качестве педагогов. То есть я так вижу наших будущих воспитанников. И родителям хочу выразить огромную благодарность за то, что они верят в нас, доверяют нам. Для нас это очень ценно, для нас это очень важно. Родителям я пожелаю не терять возможности в развитии детей с маленького возраста. Коллегам я пожелаю терпения, побольше учеников осознанных, которые приходят уже с желанием заниматься танцами, с желанием развиваться. Таких же родителей осознанных, которые хотят вкладываться в детей с пониманием того, что это нелегкий труд, чтобы они
были готовы. Я бы хотела сказать большое спасибо педагогам, у которых учишься много чему нужному, важному. Также хотела сказать спасибо нашей дорогой Айнагуль Аркеновне. Это просто безмерная благодарность, огромная благодарность нашим родителям, которые доверяют нам своих детей. Спасибо вам большое за то, что верите в них, помогаете им раскрыть таланты также в нашей академии. Академия Намад — это все мы, это родители, дети, наш коллектив и все, чтобы мы шли вперед и достигли больших высот. Приходите в Намад, не пожалеете. Я уже лишнее начал говорить, да? Все. Все? Ну да. А что говорят обычно? Я же не шарю, как у вас там все происходит. Нашим детям, господи, детям. Главным преимуществом... с вами бэкстейдж, наверное. Это с вами получается. Остальные все нормальные, без всяких там... На меня как будто вот тут смотрят, вот тут, там смотрят. Можно фишкой буду называть? А? Фишкой, типа главная фишка Намада. Нет? Преимуществом. Я считаю, что главным преимуществом... Все, я не буду отвечать на этот вопрос. Дальше. Очень такой, сложно был только что. Но если... Ну. Первое это еженедельный. Первое это ежедневный. О, боже мой. Еще это как подбирать. Нет, здесь все хватит. Здесь все хватит, короче. Во время праздника и, в принципе, после каждого выступления это очень сильно откликается. Надеюсь, что это так, потому что детьми... Не забыла. Хорошо, давайте еще раз вопросы, я уже отвечу одним сообщением. Ладно, давайте вы там стойте, вы там, конечно, стали, откуда я знаю. Здороваться нужно? Здороваться нужно? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Николаевна, я являюсь младшим сыном. Все, что ли? Чуткость, как это? Я не могу разговаривать, чтобы меня слушали. Да. Я не знаю, вы говорите, может, неправильно я что-то говорю. А вообще все неправильно говорит, ладно. Дальше. Нет, честно. Честно? Ну как все неправильно? Я дальше как говорить все. В плане не только педагогический, нет, неправильно. Терпение. В камеру смотрите, чуть повернитесь сюда. Сюда. Вот так, во, так сидите. Я смотрю туда. Да, потому что отсечивают капец. Вот так нормально. Я все это время вот так сидела. Ну, беспонтово, значит, будет. Давайте раз. Я считаю, что наша задача... Если вы... Подождите. Не сможете, Не, нормально. Вы можете танцевать просто. Нормально. Если бы не было академии, у меня бы не было работы. В нашей академии мы занимаемся развитием лично сейчас мы в активном поиске. Нет, не надо это говорить. Ух. Ну, Ербол напряг меня, блин. Классно. Четко.